Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своих хадисах говорит: мусульманин – это тот, от языка и от руки которого нет вреда другим людям или же окружающей среде. Мусульманин – человек, приносящий пользу, добро, порядок. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, своим поведением нам показал, каким должен быть истинный мусульманин, какие у него нравы, какие у него поступки, какие у него интересы должны быть. Всевышний Аллах создал нас для того, чтобы в этом мире мы сделали добро другим. Иногда встречаются братья наши, друзья, знакомые, иногда родственники бывают, они себя считают мусульманами, но и они, тем не менее, иногда поступают непростительные ошибки. Эти ошибки бывают очень малозначимые, но от этих ошибок много зависит для нас самих и для окружающей среды. Например, бывает, мы нарушаем правила дорожного движения или же нарушаем правила санитарной гигиены, или же не соблюдаем чистоту. От этого мы даже не думаем, до какой степени мы себя погружаем в этот грех. Например, сказали, вот, человек должен делать добро. Мы иногда бросаем мусор на улицу. Это вред или польза? Сами должны подумать об этом. Иногда кричим людей, которые водители рядом с нами передвигаются, с ними противоречим, с ними ругаемся. Это добро или вред? Польза или вред? Мы должны помнить об этом. Еще люди бывают нарушают сон людей. Например, человек отдыхает, а мы в ночное время, наши братья бывают, громкие музыки ставят перед окнами, проезжают. От этого больные люди, или же маленькие дети, или же взрослые в возрасте, старые люди, от этого у них нарушается сон. Они могут проклинать, кто нарушил их сон. Каждый человек имеет право на жизнь, имеет право на отдых, на радость, на веселье. Но тем не менее у каждого человека есть права, но эти права не должны противоречить правам общественности. Общественность для нас важнее своих личных прав. Поэтому в некоторых случаях мы должны придерживаться. Ислам учит нас приветливости. Ислам учит нас чистоте. Ислам учит нас к добру, богобоязненности. Богобоязненность – это что? Богобоязненность – это, например, сделать дело, обдумывая, или говорить слово, обдумывая, потом это говорить. А если человек, что придет на язык, он говорит, если что придет на ум, делает, это не считается богобоязненностью. Богобоязненность не заключается в одежде, внешнем виде. Богобоязненность – это внутреннее состояние человека. Мусульманин в каждом своем поступке должен стараться быть богобоязненным. Если человек же старается угодить Всевышнему, у него будет, иншаллах, хороший нрав. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: среди вас самые близкие к Аллаху, к Творцу, это те, у кого хороший нрав. Мы сами знаем, какой у нас нрав, какой у нас характер. Вот этих вещах мы должны быть очень осторожными. В центре исламского вероубеждения
стоят такие понятия, как уважение, терпимость, справедливость, равенство. Вот эти права мы должны помнить и соблюдать. Человек, который старается быть истинным, у него всегда все получается. Если же мы себя считаем мусульманами, мусульманин тот от языка и от руки нет вреда другим. Мусульманин не ущемляет права других людей, права на жизнь, права на собственность, права на безопасность является для нас святым. Поэтому, дорогие братья и сестры, призываю всех друг друга уважать, быть терпимыми, быть справедливыми, быть уважительными. Если же уважать или же не уважать права каждого человека, но воспитанный человек, истинный мусульманин, уважительно относится ко всем. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи раббил аламин.